В современном мире косметология переживает настоящую революцию. Одни процедуры уходят в прошлое, другие возрождаются в новом формате, ну а третьи лишь появляются на горизонте. И за всем за этим не угнаться. Сегодня я в рамках проекта «Испытано на себе» расскажу вам о нескольких бьюти-процедурах, направленных на омоложение лица и коррекцию фигуры. И в этом мне поможет клиника Revieline. Клиника косметологии и эстетики Revieline. Здесь поворачивают время вспять и заботятся об уникальной красоте вашего лица и тела, а главное – о вашем здоровье. Косметология, аппаратные массажи, СПА-процедуры и профессиональная косметика. Revieline. Красота, которая начинается с заботы о себе. Наша клиника косметологии и эстетики Revieline открыла свои двери 2 года назад. Изначально мы были маленькой студией коррекции фигуры. Наша клиника состояла из 4 маленьких кабинетов. На данный момент мы полноценная медицинская клиника с медицинской лицензией. У нас в штате имеются профессиональные врачи, дерматовенерологи, косметологи. Придя в нашу клинику, вы можете получить весь спектр услуг, начиная от аппаратной косметологии по лицу и телу до инъекционной. Наши администраторы и врачи всегда готовы проконсультировать вас. В нашей клинике очень светло и уютно, и сегодня я хочу показать вам несколько кабинетов, которые вы можете посетить в нашей клинике. Это кабинет врача-косметолога. Сейчас я ознакомлю вас кратко, что находится в этом кабинете. Это стандартный кабинет врача-косметолога. Это аппарат микротоковой терапии. В этом кабинете врач-дерматовенеролог, косметолог проводит процедуры по микротоковой терапии лица. Это аппарат радиочастотный лифтинг. Также проводится по лицу и телу. То есть все аппараты у нас с регистрационным удостоверением являются медицинскими, так как наша клиника медицинская. Наши инструменты всегда дезинфицируются, то есть стоит УФ-камера. То есть все инструменты проходят предварительную стерилизацию. Наши косметологи, соответственно, используют профессиональную косметику. То есть косметика у нас вся хорошего качества, соответственно, профессиональная. В нашей клинике имеется процедурный кабинет, где проводятся различные манипуляции по лицу, капельницы красоты, а также диагностика кожи лица на аппарате с 3D-камерой. Также в нашей клинике находится СПА-кабинет, где проводятся различные СПА-процедуры, а также вы можете посетить наш коллагенарий. Испытано на себе. Первым делом я решила посетить процедурный кабинет, где мне предоставят услугу по коррекции фигуры. И в этом мне поможет косметолог-эстетист Лилиана Ивановна, которая уже ждет меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Лилиана Ивановна, расскажите, что сейчас будет происходить со мной, как это называется и в чем его основные плюсы? Мы сейчас вам проведем процедуру скейдж-массаж. Это лимфодренажный массаж на аппарате LFPG. Это запатентованный аппарат с уникальными манипулами, которые оснащены вот такими звездочками, ну или щипами, можно сказать. Аппарат оснащен уникальными манипулами, щипами. Воздействует ударно-волновым методом. Ну, то есть, по сути, вот эта штучка бьет по телу, да, а это массирует, да? Да. Соответственно, с какими проблемами обращаются к вам ваши клиенты? В каких случаях может идеально помочь этот аппарат? При отечности, при целлюлите, при лишнем весе, объемах лишних, ну вот на все. И плюс еще на расслабление мышц хорошо воздействует. Лилиана Ивановна, ну а если задать такой очень достаточно ожидаемый вопрос, да? У нас в городе очень много людей знают про LPG-массаж, да? Да. То есть ЛПГ сегодня практически есть в каждой клинике, да? Даже в спортивных залах, да, уже есть. Вот если сравнивать этот аппарат с ЛПГ, в чем разница? В отличие от ЛПГ, его можно делать по внутренней части бедра, рук.
Там, где ЛПГ не проходит. Ну, то есть там, где обычно больно и остаются Да, синяки, да? да. Здесь можно сделать везде. Везде. Но сегодня в рамках проекта «Испытан на себе», к сожалению, сделать такой уникальный массаж на все тело я не могу, потому что мы ограничены временем. Но как минимум снять усталость за весь рабочий день мы сейчас попробуем. Ну и, конечно, я поделюсь с вами своими эмоциями. Мощность манипулы устанавливаем по желанию клиента, по ощущениям клиента. Максимум 500. И время. Процедура длится 40 минут. Начинаем. Ну, интересные эмоции, друзья. Бьет очень прилично. Так, ну что, пока достаточно приятные ощущения. Я бы не сказала, что я прям ощутила какие-то болевые моменты. Все очень пока приятно и, так знаете, очень расслабляюще. О. Лилиана Ивановна, а сколько длится процедура одного сеанса? 40 минут. Можно проводить 2-3 раза в неделю, курсом 10 раз. То есть процедура делается на все тело или можно сделать только локально? На все тело делается. Как приятно. И вот так, да, поэтапно по всему телу проходит такой интересный массаж, да? Да, лимфодренирующий, уменьшающий жировые клетки, избавляет от отеков. А можно ли у скетч-массажа добавить, допустим, жесткости, да? Ну, кто-то придет и скажет, что-то мне слабенько, а для кого-то, например, будет больно. Можно ли это регулировать? Мощность манипулы мы устанавливаем по запросу клиента. То есть у меня сейчас слабенько или сильно уже? Средняя. Средняя скорость. Ну, поэтому мне так комфортно. Да. После первой процедуры можно увидеть результат минус 2-3 сантиметра в объемах. После первой процедуры? Да. Уже? Да. 2-3 сантиметра? Уходит. Итак, подводим итог скетч-массажа. Ну, во-первых, я не испытала никаких болевых ощущений, и для меня это огромный плюс, потому что иногда после некоторых видов массажа я уходила с синяками, чего я очень сильно боюсь. Следующий момент, ну, конечно, момент релаксации получаешь, естественно, отдохнула от души. Ну и, собственно, я бы, например, на эту процедуру обязательно вернулась. И в первую очередь лишь потому, что этот аппарат в городе – это достаточно редкий случай, где можно встретить, потому что именно Love PG в Якутске сегодня редкость. Поэтому, дорогие друзья, я предлагаю вам просто прийти один раз в Reviline и попробовать, а далее уже сделаете выводы сами. Это аппарат микроигольчатого РФ-лифтинга. Аппарат является медицинским, имеет регистрационное удостоверение Минздрава Российской Федерации. Процедура микроигольчатого РФ-лифтинга направлена на омоложение, борьба с рубцами, постакне, также сужение пор, лифтинг. Это такая процедура, при которой используется одноразовая насадка с иглами. Иглы бывают изолированными и неизолированными. Следующий аппарат у нас будет аппарат широкополосного лазера Innovation Pro. Такой современный аппарат также имеется в нашей клинике. Лазер является также медицинским, с регистрационным удостоверением. На нем проводится множество процедур. Более подробно об этом аппарате расскажет наш врач Любовь Иннокентьевна Корякина. Это аппарат широкополосного лазера, на котором мы проводим процедуру фотоомоложения. Фотоомоложение – это современная косметологическая процедура, направлена на омоложение кожи, повышение тургора, сужение пор и улучшение эластичности кожи.
И следующий аппарат в нашей клинике, самый мой любимый, самый эффективный, ультрасовременный, всеми известный, это аппарат Ультраформер 3. Аппарат оригинальный, также является медицинским с регистрационным удостоверением Минздрава. О нем вам более подробно расскажет наш врач, дерматовенеролог-косметолог Суханова Наталья Игоревна. В нашей клинике мы рады представить вам смаз-лифтинг на оригинальном аппарате Ультраформер 3. Это безоперационная подтяжка лица при помощи ультразвука. Благодаря фокусированному ультразвуку идет воздействие на глубокие слои кожи и подкожно-жировой клетчатки, вследствие чего идет омоложение и лифтинг. Испытано на себе. В современном мире внешность – это своего рода инвестиция, поэтому за ней нужно следить ежедневно, но и лучше это сделать прямо здесь и сейчас. Поэтому я отправляюсь в кабинет врача-косметолога, где мне опытный специалист расскажет, что же мне можно и нужно сделать уже сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Расскажите, пожалуйста, что необходимо сделать мне уже сегодня, ну и, собственно, как можно улучшить качество моего лица. Ну, улучшить качество кожи, конечно же, это проводится процедура биоревитализации. Можно препаратом на основе гиалуроновой кислоты, на основе полинуклеотидов. А также вы когда-нибудь проводили аппаратные методики? Да, конечно, один раз у меня был опыт, и это был смаз-лифтинг вот в районе нижней трети лица. Да, нижней трети лица. И когда это проводилось? Это проводилось около 2 месяцев назад. Совсем недавно. А зона лба? Нет, никогда была не тронута. Ну, порекомендовала бы, конечно, это курс биоревитализации, а также смаз-лифтинг верхней трети лица и ботулинотерапия. Если говорить о том, вообще, в каком возрасте необходимо уже приходить к косметологу, да, и когда уже нужно обращать внимание на первые звоночки? Ну, в среднем это порядка с 25 лет. Уже нужно ходить? Да. А если, допустим, вот 25 не пошла, но вдруг в 35 заглянула на себя в зеркало и поняла, что что-то тут не то, это в первую очередь? В любом возрасте приходит. Да, бывает, что и в 50 приходит, и в 60 приходит, но ранняя профилактика всегда лучше, чем бороться с осложнениями. Такие, например, как заломы, глубокие морщины, уже тусклый цвет лица, пигментация. От этого избавиться уже сложнее, нежели это предотвратить. Да. Хорошо, ну значит, сегодня я пройду по нескольким специалистам в клинике Reviline, да, и, собственно, уже на деле опытные специалисты расскажут, ну а я, собственно, покажу и расскажу о своих эмоциях. Испытано на себе. Ну и так, очень волнительный момент, потому что обычно, вот, когда находишься на таком кресле, кажется, что сейчас произойдет что-то невероятное, да? Вот что сейчас будет происходить со мной? Сейчас мы сделаем демакияж, смоем это все, нанесем анестезию и будем проводить процедуру биоревитализации. Ну и подробнее о ней мы расскажем в ходе процедуры. Да. Хорошо. Вот в ручки дали даже антистресс. Я же говорю, немножечко становится страшно. Но на самом деле это действительно помогает, поэтому пока полежу, да помну эти мячики. Все, приступаем. А вот расскажите, демакияж вообще, да, это же такая отдельная история, которой многие пренебрегают девушки, да? То есть домашний уход – это 70% успеха при решении каких-либо проблем. То есть лучше ухаживать за собой в домашних условиях? Да, и тогда... в домашних, и, конечно же, косметологических. Да, в кабинете у косметолога. Потому что даже любой хороший домашний уход до глубоких слоев кожи не доходит. Как биоревитализация, мезо, ПДРН. Но мне кажется, вообще поход к косметологу – это еще некий такой, знаете, момент релаксации, медитации. Если вот даже просто прийти не на какую-то аппаратную, да, процедуру, а вот просто прийти на чистку. Вот. Все равно же приятно, когда руки мастера вот массируют лицо, очищают кожу. Ты просто лежишь и вот получаешь такое удовольствие от всего происходящего, плюс приятные ароматы
косметических средств. Но действительно, мне кажется, девушки должны уделять себе время и хотя бы там раз в какой-то там, да, триместр, я не Да, знаю, раз в прийти просто триместр. на такую чистку, полежать и полюбить себя, любимую, так сказать. Перед процедурой наносим аппликационную анестезию, препарат на основе лидокаина, для того, чтобы комфортнее проходила процедура. Вообще все процедуры косметологические, они вполне терпимые. Нет такого, чтобы сильно ощущалась боль. А я должна испытывать какой-то эффект, я не знаю, холодка там или что-то сейчас? Да, да. Холодок, покалывание чуть-чуть будет. Будет. Ага, А говорить смогу? конечно. И минут 15 под пленочкой. Так все необычно. Это чтобы усилить эффект? Это как, да. Вот лежу я здесь, да, и в целом сейчас такие испытываю необычные ощущения, потому что, ну, не всегда ты лежишь вот с обезболивающим средством на лице, с пакетиком с таким, но я в предвкушении, потому что, как говорится, красота требует жертв. Собственно, хочешь быть красивой, можно и эти моменты перетерпеть. Но в целом прям с нетерпением жду, а что же будет дальше. И поэтому я даже специально не узнавала ничего подробно о той или иной процедуре перед тем, как пришла на съемки, потому что хочется все попробовать здесь и сейчас и рассказать телезрителям о том, как это все происходит. Невзирая на то, что, допустим, можно было прочитать какую-то информацию в средствах массовой информации. Лучше узнать это все на деле. Ой, ну знаете, кажется, что я такого не испытывала никогда в жизни, когда лицо просто онемело. Но как где бы я еще вообще, вы представляете, вы проводите, видимо, ватным диском, да, а я не чувствую ничего. Ну как, я чувствую давление, а кожа не чувствует ничего, как будто бы все. Интересно, конечно, необычно. Так, сейчас что я должна чувствовать? Ну, Сегодня будем проводить процедуру биоревитализации препаратом Plinest Fast. Это итальянский бренд компании Мастелли. Он изготавливается из молок лососевых. Это для улучшения качества кожи, для выработки собственных фибробластов, которые стимулируют выработку коллагена и эластина. Улучшается качество кожи, тон кожи улучшается, разлетая сосудистая стенка нормализуется, ну, от пигментов вообще очень хорошо. То есть это такое средство, да, которое, в принципе, необходимо делать всем, да? То есть Да. нет таких людей, кому не показано это? Нет, есть противопоказания, да, это, например, если этот препарат, он на основе молок лососевых, он при аллергии на рыбу. На рыбу нельзя? Да, нельзя. А в целом, то есть можно и девушке в 25 лет это сделать Да. для профилактических целей, и девушке в возрасте, да? Да. Собственно, это лишь улучшает цвет кожи. Да. Еще что делает? Нормализует цвет кожи, анти-эйдж, от пигментации, от сосудов. Ну, то есть, по сути, просто нужно делать его, и Да, все. его нужно делать. Если в монотерапии, то 3 процедуры с интервалом 14 дней. То есть через 14 дней я возвращаюсь, еще раз прокалываюсь, и еще через 14 дней еще раз прокалываю этот компонент. Ну, а потом достаточно будет этого эффекта на сколько? Через полгода, через 6-7 месяцев. 6-7 месяцев. Да. Красивая буду, кожа будет сиять. Да. Поехали. Так, открываем препарат. А я сейчас должна испытывать какие-то болевые ощущения? Да. Чуть-чуть будет, Да, да? чуть-чуть. А будут ли какие-нибудь возможные побочные эффекты? На что я должна обращать внимание потом, если вдруг что? Никаких побочных эффектов быть не должно, просто будет держаться легкая гиперемия, покраснение, которое сойдет в течение 2-3 часов. А я вообще ничего не чувствую. Хорошо. Чуть-чуть прочувствовала. То есть я вспомнила, я видела периодически девушек на улицах вот с такими точечками папулами. на лице. Мгм. Это они и есть, да? Ну, не обязательно препарат, но да, это биоревитализация.
Так, ну в каких-то частях лица я чувствую, это нормально, да? Мгм. А в каких-то я не чувствую ничего. Да. Это тоже нормально. Как интересно. Ну, необычно. Ну, мне кажется, без обезболивающего это было бы невозможно стерпеть, да? А так вот, знаете, местами где-то, ну, Синячки будут маленькие. уколол, как будто бы, знаете, как укус комарика. Эффект вы уже заметите на 5-6 сутки. В течение недели. То есть я должна посмотреть в зеркало и увидеть там Да. другой цвет лица? Да. Будет сияние, Сияние свежесть, да, кожи. увлажнение. Сияние, свежесть, увлажнение. Мгм. Но знаете, мне кажется, мне даже не верится, что это возможно добиться с помощью, ну вот, какой-то процедуры. Мне казалось, что на это нужно годы использования там кремов, уходовой косметики, да, и так далее. А на самом деле проще сделать вот процедуру, да, и добиться такого эффекта. Да. Вот обычно, ну это, знаете, с детства, да, когда смотришь на иглу, возникает страх, да, ну это у всех, наверное, так, да. Ну а есть же люди, у которых это перерастает в фобию, да. Да. Вот как это можно, я не знаю, исключить в косметологическом кабинете? Вот, допустим, ну если человек реально боится иглу, вы что делаете? Никак? Просто не ходить? Да? То есть это никак не заменить? Нет, никак. Усыпить, не усыпить? Нет. Потому что есть такие пациенты, которые приходят, Мгм. они знают свой болевой порог и просят вблизи держать нашатырный спектр. В случае, если утраты сознания, были такие случаи, то, конечно же, таких пациентов мы... Просто не берете. Мгм. То есть, когда отправляешься к косметологу на процедуру, должен давать оценку, да, всему Да. происходящему, Да. понимать, зачем ты сюда идешь. Да. И, собственно, главное не утаивать ничего от своего врача, да? Мгм. Потому что кто-то же может скрыть того, Да, что он перечень боится. хронических заболеваний, текущее состояние. О, можно выдохнуть, да? Помогли? Да. Вот эти- Очень помогли. Я теперь понимаю, зачем мне дали эти сердечки. Я подумала, что это только для тех, кто прям очень боязливый. Ничего подобного. Я только сейчас выдохнула. У меня расслабилось тело, я даже говорить не стала по-другому, я была вот максимально зажата. Но, товарищи, знаете что, конечно, опять же, возвращаясь к любимой фразе, да, красота требует жертв, но она реально того стоит, потому что я понимаю о том, что эта процедура достаточно популярна, это не что-то ноу-хау, да, в косметологии, и, собственно, ну, сделав такую процедуру, я понимаю, какой результат за ней будет, поэтому нужно просто потерпеть. Но и, в принципе, потом еще, наверное, парочку дней походить, ну, без макияжа как минимум, да, ну и, соответственно, потом все пройдет, и уже через недельку я буду смотреть в зеркало и искать некое преображение на своем лице. В принципе, процедура пройдена быстро, легко, в руках мастеров все прошло очень даже, знаете, так комфортно мне было. Немножко больно, но терпимо. Поехали дальше. Завершаем процедуру кремом с нуклеотидами, которые будут для выраженности эффекта. Сейчас. Нет, нормально, я ничего не чувствую.
Итак, первая процедура прошла на ура, и сейчас Ирина Александровна сделает мне еще одну, а по-моему даже две процедуры. О них я, к сожалению, не знаю так много, да и вообще, в принципе, наверное, ничего не знаю, но лучше уж сделать и на деле уже показать вам и рассказать. Ну а в целом сегодня я так думаю, что уйду сегодня я окрыленная, счастливая, потому что, ну, действительно, в такой клинике я готова доверить себя, все свое лицо и все свое тело опытным специалистам. И я думаю, результат не заставит себя ждать. Испытано на себе. Ирина Александровна, что за следующая процедура меня ожидает? Следующая процедура у нас будет смаз-лифтинг зоны лба для подтягивания кожи, для выработки неоколлагенеза и вообще для омоложения. Так как у вас 2 месяца назад была уже процедура нижней трети лица, мы туда уже воздействовать не можем, только через год есть показания. А вот зону лба надо бы. Ну, давайте расскажем для наших телезрителей, кто, возможно, впервые слышит такое интересное название, как смаз-лифтинг. Что же это такое? Смаз-лифтинг – это аппаратная процедура, которая воздействие сфокусированного ультразвука на глубокие слои кожи. И за счет термокоагуляции вырабатывается собственный коллаген и эластин. То есть понятно, да? За счет этого какой эффект происходит? Омоложение, лифтинг-эффект. Самое главное – это лифтинг. То есть подтяжка, да? Это безоперационная подтяжка лица. Никаких инъекций, никаких операций, никаких вмешательств. И таким образом можно добиться, значит, подтяжки лица, да, в тех или иных местах, да? Да. Хорошо. Для тех, кто, возможно, опять же, не знает, никогда и не слышал, да, необходимо отметить, что это одна из таких очень сейчас востребованных, косметологических процедур, потому что эффект виден когда уже? Первый эффект замечают пациенты в течение 2 недель, а так эффект нарастающий до 3 месяцев. Но самое главное, что эффект держится сколько? До года, до 1,5 лет. Год или 1,5, дорогие друзья. То есть сделал себе смаз-лифтинг и год-1,5 не вспоминаешь о такой процедуре. Противопоказаниями для смаз-лифтинга служит это наличие эндопротезирования суставов или наличие кардиостимулятора. Это вот абсолютное противопоказание. Так, сейчас вот что должно происходить на моем лице и что я должна ощущать? Легкое тепло. Легкое тепло ощутить. Все, 1, 2, 3. Ай. Как? Ну, терпимо, да, какие-то там покалывания немножко. Это на минимальной джоуле стоит. Я думаю, что многие телезрители сейчас понимают, что вот эти вот потрескивания, это и есть воздействие, ультразвук. Ультразвука на мою подкожную, историю. Это же под кожей у меня эффект, весь произойдет? Глубокие слои, в дерму. Глубокий слой дермы. То есть снаружи мы эффекта не увидим, да? Снаружи будет легкое покраснение, которое тоже в течение пару часов сойдут. А так длительной реабилитации нету. Не требуется, Не требуется. То есть можно теоретически прийти, там, допустим, уделить себе время там час, Полтора часа. Час-полтора, и спокойно уйти, и не останется практически никаких следов, да? Да. А эффект будет нарастать до 1,5. Терпимо, да? Ну что, дорогие друзья, местами чувствуется некоторое такое щекотание, я бы сказала. Это даже не укольчики, ничего. Это вот немножечко так буквально щекочет что-то, а в целом, лежишь и лежишь, а уже молодеешь. Вот в чем и заключается, наверное,
один из основных плюсов смаз-лифтинга в том, что действительно это происходит практически незаметно, неощутимо. Ну и, собственно, о результатах уже сказала Ирина Александровна, что результаты просто потрясающие. Смаз-лифтинг очень хорошо работает в зоне субментальной зоны и нижней трети лица для подчеркивания овала лица. То есть вот эти скулы, да, появятся? Да, при появлении брыли, когда есть жировые отложения, потому что зачастую субментальная зона, да, и нижняя треть, вот эти вот брыли, это как, как жировые ловушки, в общем, как компактизация лица происходит за счет аппарата ультраформер. Но сейчас у нас есть возможность посмотреть на некоторые фотографии, да, ваших клиентов, где заметно, прям визуально видно результат смаз-лифтинга, да, до и после, да, но это все любят так наблюдать за этим, да, и действительно видно, каким человек пришел и каким он уходит, да, прям вау-эффект заметен сразу. Да. И интересно, что он держится так долго, да? Очень много пациентов довольных работой ультраформера. Вот и все? Да. Обратите внимание, дорогие друзья, буквально всего лишь 5 минут такого удовольствия, я бы сказала, да, и в принципе эта процедура завершена. И как я вам говорила о том, что смаз-лифтинг – это уникальная процедура, потому что действительно она не требует очень много времени, не требует каких-то физических, знаете, тут каких-то историй про боль и неудобства. Все очень просто, быстро, ну а самое главное, это все очень эффективно. Поэтому смаз-лифтинг я рекомендую попробовать каждому из вас, но в частности, конечно, девушкам, потому что кто, как не девушки, могут оценить результат косметологической процедуры. Вторая процедура завершена, и это был смаз-лифтинг. Напоминаю вам о том, что мы делали его в зоне глаз и в зоне лба, и результат будет виден уже через 2 недели, ну и продержится он год-полтора. Какого эффекта мы хотели добиться? Мы должны были поднять немножечко вот наши веки и качество кожи улучшить. Ну и, собственно, я уверена в этой процедуре, потому что у меня был уже опыт со смаз-лифтингом, и эффект он действительно есть. Ну и, конечно, самое главное, когда вы идете на эту процедуру, проверьте качество аппарата, потому что он должен быть оригинальным, и на него должны быть все документы, потому что в нашем городе, я вам расскажу по секрету, и очень много клиник, которые работают не на оригинальных аппаратах. Вот в Ревилайне он точно оригинальный, поэтому обратите на это внимание. Испытано на себе. Еще одна у вас проблемная зона Дарья – это у вас зона межброви. Тут вот надо ставить ботоксин для избежания будущих заломов. Видите, когда вы нахмуритесь, да, тут. Ну, проще говоря, для зрителей это ботокс. Это ботокс. Ну, ни для кого не секрет, что ботокс – это не что-то такое современное и новое в нашей республике. Да, многие знают, как его ставить, но на что нужно обратить внимание, когда ставите ботокс, вообще в свой организм вводите его? На препарат, естественно, на препарат, на самочувствие пациента, как его состояние, не принимал ли он какие-то антибактериальные препараты, там, витамины группы В, которые могут ослабить, да, и, конечно же, сопутствующие заболевания. У меня ни того, ни другого, ни третьего не было, то есть мне можно, да? Да. Опять же, главный вопрос. Как часто можно ставить ботокс, да, и, собственно, когда мы ждем результата, должны увидеть самое главное? Ботокс в среднем ставят 2-3 раза в год с интервалом 4 или 6 месяцев. Эффект от ботокса будет наблюдаться на 10-е, на 14-е сутки. Здесь, то есть, нужно будет потерпеть. Это вам не смаз-лифтинг. Здесь нужно будет немножечко подождать. Но вот это моя проблемная зона, это проблемная зона не только меня. Это у большинства людей межбровка есть. Поэтому подойдите к зеркалу, вот так сожмурьтесь, и вы тоже увидите, что, скорее всего, она у вас есть. Да? Потому что годам, к скольких, 25 она уже появляется. Да, 25 годам в среднем. Вот так вот. Так что 25 плюс, подойдите к зеркалу, посмотрите. Но и давайте, я доверяюсь вашим рукам. У людей с активной мимикой
очень рано появляется. Да. Ага, залом. А вот у многих есть такое мнение о том, что вот если ты ставишь ботокс, а потом он перестает работать, у тебя все это дело еще хуже обвиснет. Правда это или Нет, миф? это миф. Это миф. Это миф, да. То есть просто придет в то исходное состояние, в котором оно было. Да, конечно. Мгм. Держите. Глубокий вдох. Глубоко. Ботокс — это у нас дозозависимая процедура. И когда человек первый раз колет, естественно, это должны быть средние единицы. Перекалывать нельзя. Докалывать мы когда угодно можем, через 2 недели, например, да? Когда вот станет. Ага, глубокий вдох. Я это вот это я прочувствовала. Так, ну, Ага, пока нахмурьтесь, терпимо. нахмурьтесь. Хмурюсь. Ага. Глубокий вдох. Это я тоже прочувствовала, но это стоит того. Все уже не страшно. Глубокий вдох. И последний. Нахмурьтесь. Ага, все. Расслабьтесь. И в течение 5 минут нужно будет активно мимику тут поработать. Вот так? Мгм, Сейчас? мгм. То 5 есть минут. я так должна делать. Хорошо. Ой, ну а пока я так делаю, необходимо поделиться эмоциями. Ну что, друзья, конечно, процедура ботокса уже известна всем давно, но сказать, что это прям очень больно, нет, конечно. Это все в рамках разумного. Ну, конечно, опять же, все зависит от вашего болевого порога. Да? Все, в принципе, быстро и терпимо, но и, как гласит основной принцип косметологии 21 века, мы же все гонимся за чем? За тем, чтобы был суперэффект за короткий период. Вот эта история именно про это, потому что быстро, эффективно и надолго. Испытано на себе. На этом мой бьюти-день в клинике Ревилайн подходит к концу. Я благодарю всех специалистов. А вам, дорогие телезрители, напоминаю, что косметология – это в первую очередь медицина, а уж потом уже индустрия красоты. Поэтому выбирайте лицензированные клиники, оригинальные препараты, ну а самое главное – опытных специалистов. Испытано на себе. Увидимся. До новых встреч. Клиника косметологии и эстетики Ревилайн. Здесь поворачивают время вспять и заботятся об уникальной красоте вашего лица и тела, а главное – о вашем здоровье. Косметология, аппаратные массажи, СПА-процедуры и профессиональная косметика. Ревилайн. Красота, которая начинается с заботы о себе.